250, 55 плюс 505. Платежи по коммунальным услугам Андис Садаев сдает всегда регулярно и в срок. Такой платежной дисциплиной могут похвастаться немногие абоненты. Рассказывает, если раньше приходилось стоять в длинной цепочке очереди, то сегодня уже можно говорить. Уплачивать налоги стало быстро и удобно. Хотя и постепенно население начинает приходить к осознанию того, что платежи за потребленные природные блага необходимо вносить вовремя. Тем более все необходимые условия созданы. В самом отделе открыты стационарные кассы, 3 кассы. Если иногда бывает наплыв большой, если не хватает, то мы снимаем свои выездные кассы, создаем дополнительные условия. Теперь, значит, есть новшество такое, установили терминалы, по которым можно оплатить за потребленный газ, занося только лицевой счет своего договора. Эти же терминалы мы установили на автомашинах. Если человек хочет заплатить у себя дома, не выезжая никуда, есть выездные кассы. С приближением зимы население больше заботит вопросы, будут ли поступать коммунальные ресурсы в наши дома в достаточных объемах и не меняются ли цены в зависимости от времени года. Подобные опасения не оправданы. В течение полугода действует лишь одна утвержденная Комитетом правительства по ценам и тарифам единая тарификация на газ. Сегодня она составляет для населения 3260 рублей за 1000 кубических метров. Впрочем, не меняется установленная цена оплаты и в зависимости от того, квартира это или частное домовладение. Меняется только норма потребления, потому что люди, когда пользуются на отопление, соответственно, сжигают больше газа. И эта норма составляет 15,58 кубических метров на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц. То есть за каждый квадратный метр 15,58 кубов. Соответственно, чем больше площадь отопления, тем больше начисления, соответственно, и больше оплата за газ. Всего по республике отапливается около 200 тысяч частных домовладений, 60 тысяч квартир. И вопрос экономии семейного бюджета на коммунальных услугах не на последнем месте. Здесь специалисты советуют отопление делать на пару или на воде. В числе самых невыгодных систем отопления первое место отводят печки и буржуйки. Вместе со всем теплом через трубы уйдут воздух и деньги, которые при правильном подходе к установке системы отопления можно было бы сэкономить. Провели наблюдение по счетчикам, кто находится на таких котлах и на печках. Ну, на печках, то есть примерно в 2 раза потребление газа идет выше, чем на котлах. То есть лучше людям 1 раз потратиться, сделать себе, провести отопление, как положено, там батареи поставить. Тем, кто исправно платит голубое топливо, будет поступать в дома в достаточных для них кубических метрах. Отключают от природного сетевого газа лишь тех абонентов, которые не оплачивают потребленный ресурс, а также имеют за собой долги. Впрочем, за последние годы в этом вопросе немало продвижений. Платежная дисциплина населения стала лучше, а долгов меньше. А это пункт оплаты за электроэнергию. Хеди Идрисова – одна из тех абонентов, которые строго следят за тем, чтобы каждый платеж был уплачен вовремя. 31А, квартира 20. Квартира 22. Прием платежей по городу Грозный за потребленную электроэнергию производится в стационарных кассах. У нас в каждом районе оборудованы кассы. В общем порядке у нас, с учетом того, что у нас расположено в главном офисе, 22 кассы Ченэнерго, 6 касс Нурэнерго. Общее количество 28 касс. Помимо этого, абоненты могут оплачивать за потребленную электроэнергию в любом почтовом отделении города Грозного. К первому месяцу зимы подготовились и энергетики республики, которые заверяют, вопрос качества и доставки в наши дома электроэнергии напрямую зависит от платежной дисциплины и своевременной уплаты. Зимний период времени, особенно в октябре, начиная, действительно потребление увеличивается. Все переходят на отопительный сезон, поэтому ясно. Но с такой недостаткой, я надеюсь, в этом году не будет. Дано жесткое указание всем неплательщикам, скажем, таким злостным, что были все оплачены и что полностью закрыли свои задолженности до конца года. Текущий 100% 2015 год должен быть погашен всеми, это имею в виду и население, и юридические, коммерческие потребители.
Сегодня цена на электроэнергию для населения в сельских районах республики составляет рубль 66 копеек, а для городских 2 рубля 37 копеек. На такой стоимости эта цена будет сохраняться вплоть до середины следующего года. Однако существенных изменений вряд ли стоит ожидать. Элина Халидова, Руслан Яхьяев и Ислам Цамаев. Новости 7.